Слово для выступления предоставляется постоянному представителю президента в Конституционной палате Касымбекову Нурбеку Атиевичу. Пожалуйста, Нурбек Атиевич. Уважаемый суд, относительно ходатайства отмечаем следующее. Заявитель в своем обращении указывает о нарушении части 3 статьи 6 Конституции, при этом ссылается на положение статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, где указано, что каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. Часть 3 статьи 6 Конституции устанавливает составной частью правовой системы Кыргызской Республики международных договоров, в частности которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанных принципов и норм международного права. А оспариваемые нормы регулируют порядок допуска к государственным секретам Кыргызской Республики должностных лиц, граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан, а также устанавливает основанием для отказа должностному лицу или гражданину допуска к государственным секретам, уклонения от проверочных мероприятий или сообщения заведомо ложных сведений о себе или своих близких родственниках. В этой связи отмечаем, что в части 2 статьи 20 Конституции установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод других лиц. Соответственно, законодатель в целях защиты национальной безопасности, общественного порядка, прав и свобод других лиц принял все названный закон, где статьей 15 предусмотрел общий порядок доступа к государственным секретам, куда можно отнести и адвокатов. А частью 4 статьи 17 предусмотрено одно из 6 оснований для отказа в допуске к государственным секретам. Следовательно, нет оснований считать оспариваемых норм закона противоречащими части 3 статьи 6 Конституции. Заявитель в своем ходатайстве, основываясь на пункте 8 части 5 статьи 20 Конституции и оспариваемых нормах закона, приходит к пониманию, что последние противоречат названному положению Конституции. Всеназванным конституционным положением предусмотрено, что не подлежит никакому ограничению установленное настоящей Конституцией право на судебную защиту. Ссылаясь на данное положение, заявитель полагает, что оспариваемые нормы закона ведут к ограничению его права на судебную защиту. Как мы уже отметили, частью 2 статьи 20 Конституции установлено, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены Конституцией и законами в целях защиты национальной безопасности. В соответствии с данным конституционным положением и был принят закон Кыргызской Республики о государственных секретах Кыргызской Республики. В соответствии с частью 5 статьи 99 Конституции процессуальные права участников судебного процесса, в том числе право на обжалование решений, приговоров и других судебных актов, а также порядок их осуществления определяются законом. Следовательно, определение процессуальных прав участников судебного процесса, в том числе адвокатов, является дискреционным полномочием законодателя. При этом оспариваемые нормы закона не предусматривают каких-либо ограничений прав граждан на судебную защиту, а лишь устанавливают порядок допуска к государственным секретам. Рассмотрение и сравнение пункта 8 части 5 статьи 20 Конституции и оспариваемых норм закона приводит к пониманию, что последние не могут не соответствовать им, поскольку никоим образом не касается их положения и не затрагивает каких-либо ограничений в этой связи. Заявитель в своем ходатайстве, основываясь на части 3 статьи 40 Конституции и оспариваемых нормах закона, приходит к пониманию, что последние ограничивают его право на получение квалифицированной юридической помощи. Следует отметить, что доводы заявителя в основном касаются организационно-технических аспектов уголовного судопроизводства, нежели прав человека и гражданина, гарантированного Конституцией. Статьями 15, 16 и 17 Закона Кыргызской Республики о защите государственных секретов Кыргызской Республики
регулируется порядок доступа, особый порядок доступа и основания для отказа в доступе к государственным секретам. Применительно к адвокатам, то они относятся к категории общего порядка доступа к государственным секретам с соответствующими общими основаниями для отказа в доступе. В этой связи совокупное рассмотрение части 3 статьи 40 Конституции и оспариваемых норм закона приводит к пониманию, что последние не могут не соответствовать им, поскольку никоим образом не затрагивает права каждого на получение квалифицированной юридической помощи, а также права на оказание юридической помощи за счет государства в случаях, предусмотренных законом. Относительно доводов, ходатайствующих в сторону о несоответствии оспариваемых норм закона отдельным нормам Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, отмечаем, что это можно отнести к коллизиям самих законов, и эти доводы не могут являться предметом рассмотрения Конституционной палаты, а может быть предметом рассмотрения законодателя. В связи с вышеизложенным считаем, что статья 15, часть 4 статьи 17 Закона Кыргызской Республики о защите государственных секретов Кыргызской Республики не противоречат части 3 статьи 6 пункта 8, части 5 статьи 20, частям 1 и 3 статьи 40 Конституции Кыргызской Республики. У меня все. Спасибо.